Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Загадайте мужчину и узнайте, что он от вас скрывает, о чем он вам не говорит. И пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я же прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Песочные часы, время вышло. А вы скоро сами от него все узнаете. Все, что он скрывает, все, о чем он не может вам сказать, вы от него же и узнаете. Время закончилось, когда он мог скрывать, когда он мог врать, когда он мог уклоняться от правды. Время вышло. От него самого вы все и узнаете. Вот прям с его объяснениями, с его пояснениями. Вы у меня все разные, мужчины тоже разные. Это общая отсыпка. Возможно, то, что вижу я, это не полная информация, либо я не могу дать вам те пояснения, которые может дать мужчина. Но вот время вышло, и скоро вы все узнаете. Нельзя больше молчать, либо мужчина уже до такой точки невозврата дошел, когда либо он скажет всю правду, и вы останетесь вместе, да, вы его примете, простите, поймете, либо нужно будет прощаться и расставаться. Но отпустить он вас не может. Не может. Я вижу, что мужчина буквально в сегодняшнем дне так запутался, в такие какие-то паутины сети попал, что уже хоть самому вой от ужаса и боли, и от того, в какой нелепой ситуации он оказался, сам себя как бы загнал. Какая-то женщина как паучиха, женщина вечно голодная. То есть голодная, ей деньги нужны, ей ресурсы нужны. И он почему-то был обманут этой женщиной. Женщина либо доверился ей, а теперь он понимает, с каким ужасом и злом он столкнулся. Вот она его то ли шантажирует, то ли она, может быть, угрожает, что она вам что-то расскажет про него. И он сначала как будто бы был на поводу этой женщины. Теперь он понимает, что все, я в углу. Меня загнали в угол. Либо я сам все честно рассказываю, либо это уже все, финалочка пришла. И, мои хорошие, тут действительно может быть даже какой-то шантаж, а может быть даже какие-то провокационные фотографии у нее есть, еще что-то есть. Но любви между этим мужчиной и женщиной точно нет. Это неприятные встречи, неприятные разговоры. И мужчина все бы отдал, лишь бы вернуться в прошлое и никогда с этой женщиной не связываться. Еще мне идет, что мужчина очень долго нес на себе цифру 1, но эта цифра 1 для него теперь это невыносимое тяжелое бремя. То есть, скорее всего, он себя позиционировал, что я такой умный, я такой крутой, я все могу, я все знаю, я все умею. А ты, типа, женщина, да? Что ты там знаешь? Да? Он высмеивал ваши знания, высмеивал ваши способности, таланты. Но теперь эта единичка настолько тяжелая стала, что он просто под тяжестью этой единички как будто бы прогинается, да, еще чуть-чуть и спину ему эта единица сломает. Он скрывал от вас, что он не такой крутой, что он не всезнайка, что он не так хорошо и прочно стоит на ногах, что не все у него там успешно получается, что у него есть там куча косяков, куча проблем, что, может, друзья у него какие-то ненастоящие, что у него там особой связи нет. То есть это все была выдумка, это все был камуфляж, это была такая роль очень классного, успешного мужика. И он как будто бы этой ролью себе набивал цену. Либо в его больной фантазии
все сходилось к тому, что вот чем успешнее мужчина, тем сильнее женщина его любит, тем больше женщина от него зависима. Вот. Но на самом деле это так не работает. Тем более я вижу, ну и он уже видит, он уже давно это видит, да, что вы гораздо как превосходите его и по уму, и по интеллекту, и по способностям, и по талантам, и по умению. Конечно, ему это болит. Он даже вам какое-то время очень сильно завидовал, как будто бы он с вами соревновался, да, соревновался. И вы же честно все делали, а он очень часто обманывал. И вот таким обманным путем он всегда себя подавал, как вот я победитель, да, я мужик, я крутой, а ты женщина, значит, знай свое место. Были даже моменты, когда он за ваш счет пытался самоутвердиться. То есть он вас обижал, он понимал, что он вас обижает, но с другой стороны ему казалось, что ну как по-другому. Я же не могу перед ней там в ее глазах упасть. Да? Пусть думает, что я вот такой шальной мужик, такой брутал. Да? На самом деле он какой-то маленький запуганный мальчик. Еще мне идет, что, скорее всего, вот в детстве у него какая-то очень серьезная травма произошла. Еще он какой-то недолюбленный мальчик, понимаете, недолюбленный. Любить не умеет, вообще не представляет, что это такое. Даже не просто любить, а как показывать свою любовь. Да, любить он, может, и умеет, но показывать свою любовь он не умеет. Может быть, его так воспитывали, может быть, он там от своих родителей, кроме криков, укоров, обвинений, ничего не слышал. И думал, что именно так родители проявляют свою любовь, да, что именно так нужно свою любовь проявлять. Там наорал, набузил, там, пообзывал, типа он свою любовь проявил. Вот. Но понятно, что вы это терпели до поры до времени. Возможно, уже терпеть не хотите, либо вы какой-то ультиматум поставили, либо в принципе ему сказали, там, иди гуляй куда хочешь, да, живи как знаешь, только оставь меня в покое. И тут до него начало доходить. Он вам и не может объяснить, да, что с ним происходит. Может быть, он и сам не догадывается, что у него в детстве произошла травма, либо для него это типа настолько норма, что он не понимает, что это неправильно. Вот. Либо он уже понимает, но опять же очень стыдно рассказывать о своем прошлом, о детстве, потому что детство действительно может быть какое-то ущербное было. И, может быть, он родителей своих любит, не хочет там их светлое имя порочить, да, чтобы там плохое про родителей думали. Но вот мне идет, что вот с детства у него что-то. Потому что в душе он действительно маленький, какой-то запуганный, травмированный мальчик. И вот представляете, этот маленький запуганный мальчик портит всем жизни. Портит вам жизни, разрушает вашу нервную систему. Опять же, самоутверждается за ваш счет, ведет себя непонятно как. Вот. Ему бы лечиться, да. Хорошего бы, я не знаю, психотерапевта найти и лечиться, дурь эту всю выбивать. А он такой, нет, я прав, и все, и делайте с этим, что хотите. Вот мне идет, что он очень часто может вот прям накричать, либо как-то вот, знаете, грубость какую-то проявить, либо какой-то псих свой показать, бзик какой-то показать. Ну прям совсем это не идет крутому мужику. Крутой мужик, он тем и крут, что он сильный, он смелый, он все может вынести. А это какая-то психичка-истеричка, да, которая непонятно чего хочет, травмированная на всю голову. Ну, извините, но идет такая информация. Если у вас мужчина просто замечательный и ведет себя как настоящий мужик, это просто не ваша ошибка. Здесь у меня психичка-истеричка. Вот. И не поймешь, что ему надо. Настроение может меняться, как в ПМС. Да? У женщин часто в ПМС меняется настроение, а тут мужчина, понимаете, и он как будто бы в вечном ПМС живет, в мужском ПМС. Вот, ужас какой-то. Не знаю, как вы его терпели. Ну, понятно, что любили и любите, возможно. Но как вы это все вынесли? Нервная система просто как железная, да? Но, с другой стороны, даже железная нервная система может расколоться от таких психов. И еще мне идет, что вы этому мужчине очень много помогали. Он с удовольствием принимал вашу помощь, но никогда этого не признавал. То есть он мог брать вашу помощь и говорить, ну типа, это я сам. Ну а ты тут при чем, да? Это типа, ты же сама предложила, значит, тебе никаких привилегий, заслуг не положено. Так, что он еще скрывает? Он скрывает, что он без вас жить не может. Вот просто не может. Может, он вам говорит обратное, что ты мне не нужна, я без тебя прекрасно проживу. Я там из-за тебя там чего-то не добился, не смог, не сделал. Но это все неправда. И он это знает.
И он, когда вам это говорит, у него даже, знаете, ни один мускул не дрогнет. Вот. И он вас пытается в этом убедить, хотя сам прекрасно понимает, что он без вас не может. И еще мне идет, что он вас никогда не отпустит. Вот даже вы его бросите где-нибудь, там в лес завезете, оставите, он по звездам дорогу домой найдет, ну к вам дорогу найдет. Не может он без вас, он никому больше не нужен. Он это прекрасно понимает. И он очень сильно боится окончательно с вами расстаться, либо вот что вы его на какого-то другого мужчину променяете, да, что ему дальше назад дороги к вам не будет. Очень сильно боится, до паники. У него такие мысли дурные в голове из-за этого. Вот если она меня оставит, я жить не смогу, я никому не нужен, тогда, значит, и жизнь мне это не нужна, и вообще я ее не отпущу, да. Какие-то дурные мысли, если честно. И знаю, девочки, где вы его нашли, но ему явно нужно лечиться, и лечиться, чем быстрее начнет, тем лучше. Да, мужчина с приветом. Смотрите, у него есть положительные качества, которыми он хвастается, да, часто хвастается, но негативных качеств у него гораздо больше. И эти негативные качества он отрицает. А это значит, что пока он не признает эти негативные качества, он не может измениться, он не может трансформироваться. То есть тут только от него зависит, от его желания изменить свою жизнь. Но с другой стороны, я вижу, что вы для него очень сильный мотив. То есть страх потерять вас может этого мужчину подтолкнуть к тому, чтобы лечиться, меняться, становиться лучшей версией себя. Да, так иногда бывает. Если у человека есть цель, он может себя изменить, он может изменить свою жизнь. Возможно, высшие силы жалились над ним, да, над этим маленьким запуганным мальчиком, и дали ему вас, да, для того, чтобы он смог замотивироваться и действительно что-то делать для того, чтобы изменить свою жизнь. Вы, конечно, много тут с ним неприятностей пережили. И по его вине, конечно, много чего было. И какие-то его реакции очень нехорошие. И даже свои какие-то ошибки он на вас перебрасывал. Да? Обвинял вас в своих же ошибках. Все так выставлял, что это вот не я, а ты. Да? Это все из-за тебя. Вот. Ну, вы, конечно, сначала это, я так понимаю, принимали. А теперь уже начали догадываться, что не все так однозначно. Да? Что он вот занимается этим подменом понятий. Что он еще скрывает от вас? Ну, скрывает, что он вами как-то хвастается, то ли гордится. И хвастается, и гордится. Он с кем-то очень часто говорит по поводу вас и по поводу того, чего вы добились. Но он, хвастаясь вами, подает это так, что это благодаря ему. Что вот он вас поддержал, он вам подсказал, он вас научил. И вот он руководил, управлял, наставлял, и вы этого добились. Хотя на самом деле его заслуга в вашем продвижении равна нулю. Даже может быть минус. Даже не ноль, а минус. Вопреки ему вы очень многого добились. И вы стали лучшей версией себя, вы стали гораздо сильнее. Да, вы уже не та доверчивая и ранимая девушка, вы сильная, молодая, прекрасная женщина. Женщина, которая знает, что ей нужно. Женщина, которая идет именно своим путем. И вижу, что ваши отношения очень сильно изменились с того времени, когда вы познакомились, и по сегодняшний день совершенно другими стали. Теперь за закрытыми дверями, вот когда вы вместе, например, либо вы семья, может быть, вот последнее слово теперь за вами. А мужчина просто сглатывает. Да? Последнее слово за вами. Ну, потому что ему нечем крыть, и аргументы его уже давно исчерпались. Либо вы знаете, как аннулировать все его аргументы. Вы сильное звено, а он слабое звено. Но он до сих пор этого не признает, хотя в голове он это понимает. Сам с собой наедине он это понимает. Но вам он об этом не говорит, либо вслух об этом не говорит. Так, еще он скрывает какой-то свой страх, связанный с работой, с бизнесом. Вам-то он говорит другое, вам-то он говорит, что вот это не я виноват, это кто-то виноват, там,
не я плохой, это мир плохой. А на самом деле у него что-то не получается, потому что он даже за это не берется, потому что он этого боится. Он боится, что он не справится, не потянет, у него не получится, все поймут, что он бездарность, и все будут над ним смеяться. Вот. Опять же, закомплексованность его. А вам же он рассказывает, что да, я делаю, я стараюсь, но все плохие, все хотят мне навредить, все хотят меня подставить. Как бы врет и глазом не моргнет. Хотя я думаю, что вы тоже уже об этом догадываетесь. Знаете, что я вижу в вашем будущем? Я вижу очень серьезный разговор. Разговор, где вы мужчину просто на лопатки положите. Положить человека на лопатки — это значит его полностью победить и обезвредить. И, скорее всего, когда это произойдет, окончательно время выйдет, да, песочные часы окончательно пустыми станут, и мужчина начнет говорить, может быть, даже расплачется. Скорее всего, расплачется и будет вам говорить о всех своих этих травмах, переживаниях, о том, что любит, о том, что без вас не может, о том, что если вы уйдете и его оставите, то жизнь его будет закончена. Об этом всем будет говорить. Очень много правды на вас выльет. Да так много, что у вас аж голова разболится. Сложно вам будет это все принять. О многом вы уже догадываетесь. Но когда эта картинка целиком сложится, то, конечно, прямо голова может разболеться. И еще мне идет, что он у вас помощи попросит. Не прощения, а именно помощи. Так и скажет: помоги мне. Помоги мне изменить жизнь. Помоги мне избавиться от всего того, что мне мешает. И вот смотрите, когда он попросит у вас помощи, это и будет наивысшая точка доверия с его стороны. И наивысшая точка его признания вам. То есть настолько он уже вам доверится, в вас поверит, признает вас, что он вам всю эту правду расскажет. Конечно, до этого вам придется его положить на лопатки. Это будет, конечно, девочки, нелегко, он будет сопротивляться, но с другой стороны, у вас другого выхода нет, что дальше под него прогинаться, да, либо дальше это все терпеть. Вы не будете. Вы положите его на лопатки. И тогда случится чудо. Мужчина все вам расскажет и попросит вашей помощи. А еще, девочки, я вижу ваше будущее с этим мужчиной. Но опять же, будущее не у всех проиграется. Вы все разные. Но у кого-то проиграется, что вы просто не сможете его оставить, вам его жалко станет. Скажете: Господи, я за него отвечаю, он же точно пропадет без меня. И в будущем я вижу, что вы прокладываете путь, а этот мужчина шлейф ваш несет. Вы идете со шлейфом, да, в плаще в длинном, а он его несет. За вами идет и несет. То есть мужчина становится максимально послушным, максимально дрессированным, шелковым, но путь вам придется прокладывать самой. То есть вы берете все на себя, вы лидер, вы сила, вы локомотив, а мужчина уже следует за вами и несет ваш шлейф. То есть он, как на побегушках у вас, да, как подкаблучник. И если вы хотите других отношений, то есть вы не хотите все на себе тащить, тогда вам нужен другой мужчина. Этот он не рожден лидером никогда не станет. Да, он хочет быть лидером, но вы уже и сами убедились, что с него лидер никакой, просто никакой. С ним, как в лесу можно заблудиться, в 3 соснах можно заблудиться. Поэтому либо вы берете все на себя, а он у вас подкаблучник, либо вам придется с ним расставаться, что будет сделать очень крайне затруднительно, потому что этот мужчина, он еще тот репешок. Он же понимает, что на кону его будущее, его жизнь, и может за вас очень сильно цепляться. Отношения мне идут кармическими. Как ни крути, это кармические отношения. Кармические отношения никогда не бывают простыми. Но пройдя путь испытаний, пройдя путь этих пыток, можно так сказать, люди могут стать счастливыми. Да. Вы уж там сами смотрите, насколько нужен вам этот мужчина, насколько сильно вы его любите, либо чувствуете за него ответственность, и уже там сами решайте. Заставлять вас никто не будет. Это карма. Либо вы ее проходите, либо вы ее заново встречаете. Либо еще в этом воплощении, либо в следующем воплощении. Но отношения точно кармические. Еще, мои хорошие девушки, я уж не знаю почему, но вышла такая информация, что в будущем, причем в недалеком будущем,
ну, как мне идет следующий год, либо ровно через год от момента, когда вы смотрите эту отсыпку. У вас финансовое благополучие идет. Вы бубновую масть прям с неба получаете, причем огромных размеров. То есть это большие деньги, большие заработки. У кого-то еще и выигрыш, у кого-то еще наследство может отыграться. Но большие деньги к вам придут. Возможно, вам нужно знать эту информацию именно сегодня, именно сейчас, когда вы открыли это гадание. В следующем году, либо ровно через год вы эти деньги обретете. Не он, а именно вы. К вам эти деньги придут. У кого-то прям такие огромные заработки с неба упадут, да, вот прям начнете работать, развиваться, все больше и больше, больше денег. У кого-то, да, наследство, у кого-то выигрыш. Но деньги очень большие. Это прям вам обещано, свыше обещано. Это в вашей книге судьбы прописано. Не ему, именно вам деньги большие придут. Может быть, в награду, да, что вы дурачка не бросили, спасли, пожалели. А может быть, это действительно часть вашей судьбы иметь такие большие-большие деньги. Ну, с большими деньгами и большие возможности придут, и новый круг общения, и все совершенно по-другому будет выглядеть. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.